Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему: события будущей недели. Давайте посмотрим, что вас ждет, что с вами будет, что не будет, что в жизни вашей поменяется. Загадайте, пожалуйста, на себя и на события будущей недели. Давайте посмотрим. Я прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Тут у вас паук вышел. Слева паук, а справа пальмовая веточка. Такие знаки противоречивые. Ну да ладно, давайте пойдем по порядку. В самом корне рисунка у вас елка. Видите, какая шикарная елка. Ну, сейчас у нас уже не Новый год, но тем не менее. Елка — это сильный знак. Он указывает на стойкость человека, на умение добиться своего, не сойти с выбранного пути. И также елки часто показывают крепкое здоровье, либо восстановление крепкого здоровья. Вы, как вот эта прекрасная елка, вечно зеленая, вас не сдвинуть, не подвинуть, идете к своей цели и проблемами со здоровьем не страдаете. Очень на многих людей вы произведете впечатление именно на будущей неделе. Люди будут смотреть на вас именно с восхищением. И даже те, кто вас не одобрял, и даже те, кто вас критиковал, позволял себе какую-то, знаете, гадость в отношении вас, даже эти люди будут смотреть с восхищением и аплодировать стоя. Очень интересная неделя. Вот как чего-то добьетесь, вопреки сложной ситуации, вопреки тому, что никто не помогает, все против вас, нет никаких возможностей, либо возможности ограничены. Вот чего-то добьетесь такого вот существенного, сильного, что даже враги будут вами восхищаться. Я уж не говорю про тех, кто к вам хорошо относится, кто на вашей стороне. Прям много приятного случится. Вот явно ждет вас очень приятное и успешное событие, что всех удивите, но и сами тоже будете удивляться. Дальше показывает человека, который куда-то будет уходить, уезжать, выезжать. Вам захочется то ли проводить этого человека, то ли даже какая-то мысль будет поехать вместе. Мысль это не очень хорошая. Сразу хочу сказать, что человек уедет ненадолго. Ненадолго, да, не успеете соскучиться, а человек вернется. Возможно, в течение недели человек и уедет, и приедет. Почему-то как-то грустно вам будет расставаться. Ну, либо вам тоже хочется перемен, хочется новых пейзажей, да, вот хочется вырваться из той рутины, в которой вы находитесь. Еще здесь показывают рыбий хвост, обман, самообман, иллюзии с левой стороны. Этот рыбий хвост в руках мужчины. Мужчина поймет, что сам себя обманывал, либо мужчина поймет, что его жестоко обманули, скорее всего, по поводу вас. Вот рыбий хвост он выбросит, отбросит. Но вот само понимание, да, что вот меня обманули, либо я обманулся, да, вот на него будет жалко смотреть. Он будет пытаться все исправить, он будет пытаться все наладить. Мужчина может быть и ваш родной, близкий, любимый, и также мужчина в виде начальника, в виде коллеги, соседа, да, может быть, у вас там конфликт случился накануне, либо мужчина плохо о вас думал, плохо относился, позволял себе какие-то неприятные вещи. Вот осознание придет, и раскаяние придет, и осознание придет, что его обманули, либо сам обманулся, да, был неправ. Еще у вас с правой стороны показан момент, как что-то будете перебирать, сортировать, возможно, да, перебирать, сортировать, разбирать. На это вы потратите много времени, но
в работе, либо при работе, да, вот когда вы заняты этим делом, вот как какая-то вещица вам попадется на глаза, в руки попадет, вещица, которая сразу привлечет ваше внимание, вот как будто бы что-то почувствуете. А у кого-то даже отыграется, что вас немножко как током ударит, так как электрический разряд почувствуете. Эта вещь вас найдет. Вот мне идет, что на будущей неделе что-то будете разбирать, перебирать. Ну, вплоть до того, что вы зайдете в магазин, где там, не знаю, как second-hand, как они называются, там уцененка, да, какая-нибудь. И вот много всяких вещей навалено кучами. Вы там копаетесь, пытаетесь найти что-то интересненькое, какую-то вещицу найдете. Предмет, вещица. И она прям на вас возымеет действие. Эту вещь берите и не сомневайтесь. Либо возьмите себе и пользуйтесь. Либо пусть она всегда рядом будет с вами. Эта вещь, она удачу вам будет приносить. Удачу, везение. Положительно будет влиять на вас и привлекать к вам, в ваш дом, очень хорошую энергетику. Но еще раз говорю, вы почувствуете. Ощущение, как будто бы кольнуло, либо током ударило, либо резкое сердцебиение, да, учащенное дыхание. Вот вы прям почувствуете, в руках будете держать и почувствуете. Обязательно оставьте эту вещь себе, либо пусть эта вещь всегда будет рядом с вами. Вот где что перебирать будете, еще раз говорю, кто-то дома будет вещи разбирать, кто-то будет на работе, кто-то в магазине, да, но вы свою вещь найдете. Это как какой-то оберег, либо талисман, вот как будто бы свыше вам эта будет вещь послана. Именно конкретно вам, мои хорошие. Мужчина и женщина. Вот одинаково идет предсказание. Обязательно эту вещь себе оставьте, сохраните. Поверьте, она вам много-много добра принесет. Благодаря этой вещи ваша жизнь начнет меняться к лучшему. Буквально с момента, как вы ее найдете, обретете. Так, еще какую-то наглую девицу показывают. Наглую и настырную. Вот чего-то она от вас будет хотеть, прям требовать, знаете, вот душу вытрясывать с вас. Вы там с ней не нянчитесь, и чем жестче вы ей ответ даете, тем лучше она понимает. По-хорошему с ней нельзя. Именно об этом вас предупреждают. Прям будет ходить, донимать вас. Девица. Девица молодая, может быть, не очень молодая, но такая яркая и наглая мне идет. Вот. Чем жестче вы ей отвечаете, тем быстрее поймет. Если с ней говорить культурно, воспитанно, спокойно, ну вот прямо это она не понимает, вот до нее не доходит. Да? Наглость. У нее вот, наверное, имя наглость. У кого-то имя любовь, у кого-то надежда, а у кого-то наглость. Вот про такую девицу предупреждают. И мужчин, и женщин предупреждают. Особенно мужчин предупреждают. Да? Так, вот тут у вас 2 цветочка. Но надо выбрать один. То ли за вами сразу 2 человека приударят, будут ухаживать. Да? Мужчина и женщина, еще раз говорю, одинаково. Да, 2 женщины будут вам подмигивать, звать на кофе, либо прогуляться. Либо 2 мужчины, если смотрит женщина. И цветочки очень интересные, симпатичные, приятные, и надо будет выбрать один. Сразу хочу вас предупредить, что тянуть нельзя. Во-первых, да, для вас будет большой неожиданностью, что сразу 2 человека уделяют вам внимание, но с другой стороны, надо будет максимально быстро выбрать, потому что как только они друг о друге узнают, у вас будет 0 цветочков, да? А этого не стоит допускать. Вот, выбирайте сразу, пусть сердце вам подскажет. Либо кто по сердцу вам придется, того и выбирайте. А другому честно объясните, что вот так и так, давай лучше дружить. Вот. Ну, не обижайте, никого не обижайте. И как можно быстрее выбирайте. Девушки, которые в отношениях, но при этом у вас есть любовник, ну, будем называть все как есть, да, мужчина то же самое. Если вы в отношениях, при этом у вас есть любовница, то большой риск того, что вас раскроют. Да? И, возможно, именно будущая неделя для вас как судно идет. Да? Нужно будет принять решение, с кем вы остаетесь. И знайте, что это решение будет окончательным. Да, нелегко. Выбор всегда сложно делать, особенно в любви, в отношениях. Но выбирать вам точно придется. Иначе останетесь с пустыми руками. Да? Без ничего. Без никого останетесь. Вот так правильно. Так, в доме какие-то странные вещи будут происходить у вас. Прям дом показали, но дом показали как крепость.
да, что-то все-таки хорошее будет происходить. Либо вы в доме у себя почувствуете себя как в крепости, вот под защитой, надежной защитой, что зло не пробьется, что никто вас не обидит, как стены дома помогают, да, исцеляют. Энергетика меняется в вашем доме. Может, вы чистки проводили, а может быть, в вашем доме действительно вот все для вас, под вас сделано, да, и вы себя очень комфортно будете ощущать. Если в доме были какие-то конфликты, нездоровая обстановка, то на будущей неделе, вот как словно бы солнце светит у вас в доме, да, тьфу-тьфу, прям тихо, спокойно, и вы прям радуетесь, когда дома находитесь, да, хорошо, вам будет дома хорошо. Кстати, еще по таким знакам в дом вернется любовь, либо воцарится любовь, взаимопонимание. Да, может быть, ваш партнер куда-то уезжал, и вы одна были, либо один. И вот теперь в доме солнце светит, очень хорошая атмосфера. Ну, либо кто-то любимый, добрый, ласковый приедет в ваш дом, например, мамочка приедет, там, начнет вам блинчики жарить, там, готовить, красоту наводить, ну, потому что вам некогда, например, либо вам не хотелось тратить время, чтобы заколотить те же блинчики, оладушки. В общем, будет очень приятно. Вот идет ощущение, что в доме тепло, уютно и солнце светит, вот солнечные лучи. Тьфу-тьфу, пусть у всех исполнится. Так, и еще из лука будете стрелять. Кто-то, может быть, в прямом смысле слова, да, кто-то увлекается этим видом спорта, а у кого-то идет именно достигать цели. Достигать. Стрелять из лука, достигать. Значит, мои хорошие, вам тут совет такой. Хорошо прицелитесь. От того, как вы прицелитесь, настолько будет результат. Хорошо прицелитесь, правильно прицелитесь, сразу попадете в цель, да, в яблочко попадете. Если вас что-то, кто-то будет отвлекать, либо вы как-то в попыхах все будете делать, да, возможно, потребуется несколько попыток, да, несколько раз придется выстрелить, чтобы цели свои добиться. Но тут все как бы от вас зависит. Понимаете, нужно уметь группироваться, нужно уметь брать себя в руки, даже уметь конкретно настраиваться на то дело, которым занимаетесь. Если вы отвлекаетесь, понятно, что мысли ходят, бродят, туда-сюда летают, да, и вы можете как несколько попыток взять, да, вот сразу не получится. Так, пальмовая веточка. Ну, явно кто-то придет мириться. Тут либо мириться, либо дружить, да. У кого-то ситуация, что к вам придут мириться, именно к вам придут, потому что веточка на правой стороне. А у других отыграется, что человек придет с вами подружиться, то есть проявит инициативу, заявит о своем желании, что вот хочу дружить с тобой. Вот, ну, пальмовая веточка – это хорошо, это не про плохое, это про хорошее. Стоит брать, стоит мириться, либо стоит дружить. С левой стороны, как раз напротив, у вас паук, но он небольшой, и он спускается вниз. Паук – это все-таки нехороший человек, это человек-манипулятор, человек, который играет судьбами, жизнями на нервах людей, да? Человек, который вечно плетет какие-то сети, интриги, такой злой гений можно назвать. Он спускается вниз. Слабеет. Этот человек слабеет. Либо воздействие этого человека на вас и на ваше окружение слабеет, становится более таким вяленьким, хиленьким. Ну что, падает вниз, спускается вниз, дальше будет больше. Авторитет этого человека понижается. Возможно, не на будущей неделе, может быть, в течение 2-3 недель этот человек вообще будет пустым местом. Ну вот как-то так мне идет. То есть все движется в правильном направлении, да, пусть спускается. Так, вот здесь у меня мужчина женщину кружит. Он ее так кружит, знаете, как хочет ее с ума свести. Даже не так. Он ее кружит, хочет, чтобы она не отдавала себе отчет в том, что она делает, да, на какие-то сумасбродные поступки подбивает. Так, ну, видно, мужчина такой еще, да, затейник. Девушки, любовь любовью, бабочки, звездочки, розочки, облачка, да, это все классно, но со здравым смыслом, пожалуйста, не расставайтесь. Возможно, вы влюбленные люди, да, возможно, мужчина будет тянуть вас на какие-то экстремальные развлечения, либо на какие-то экстремальные
моменты в интимной жизни. В общем, со здравым смыслом не расставайтесь. Как бы он вас там ни кружил, ни крутил, да, все равно старайтесь за что-то прочное держаться. Да, не отпускайте свою рассудительность подальше от себя. А он такой, да, хитрый на выдумку, как знает, как своего добиться, да, довести вас до такого состояния и своего добиться. Кстати, вот, если вас куда-то будут приглашать, мужчина, там, с кем вы общаетесь, встречаетесь, и начнет, значит, вас там угощать, особенно алкоголем, девчонки, вот точно он добивается того самого, да. Либо, если вы вместе, да, может, действительно каких-то, ну, экстремальных отношений хочет, в плане того, что там давай в машине, либо давай где-нибудь, где, я не знаю, где нельзя. В общем, я вас предупредила, да, со здравым смыслом не прощайтесь, не отпускайте от себя. Так, вот здесь у вас птица, которая не летит. Она не летит, она как будто бы вот сидит, чего-то ждет. Ну, крыльями машет, но не летит. То ли вы ответа не дождетесь, то ли ответ не готов. Либо какие-то документы, например, должны прийти, и вы их будете ждать, а они не придут. Да? Это не значит, что не будет никогда. Это просто какие-то задержки, это могут быть форс-мажоры, это может быть человеческий фактор. Да? Эта птица, она есть, крыльями машет, но не летит. Да, ну, как пустое ожидание идет, да? Пустое ожидание. Какая-то задержка, скорее всего, ну, не более того. Ответ придет, но не на неделю, а через неделю, скорее всего. Ну, либо документы вы получите не на будущей неделе, а через неделю. Такой вот немножко неприятный момент. Так, женщину мне показывают, которая спит. Можете проспать, скорее всего. Либо состояние будет сонное. Вот как не досыпаете, да? Может, мужчина вам мешает выспаться. А может быть, книга интересная, либо сериальчик. Но вот как не досыпаете, не высыпаетесь. Ну, вот что есть, то есть, я вас предупредила. И если вы с подружкой что-то, кстати, запланировали, мужчина, да, со своей женщиной, либо женщина с подругой, то подруга может спать и проспать. Вот. Не лишним будет там заранее как-то связаться, либо прийти, растормошить, да, вот, предупредить. Вот как проспать какая-то женщина может. Дальше. А вот здесь показано, что вы кому-то звездочку подарите. Звездочка небольшая, но очень красивая. Подарить звезду, исполнить желание человека. Это может быть кто-то из своих родных, близких, а может быть какой-то именинник, именинница. А вы кому-то действительно исполните мечту. Человек будет очень благодарен, прям глаза будут светиться счастьем. И вам будет очень приятно, что вы угадали, что у вас получилось, и что кто-то благодаря вам стал счастлив. Ну, может, ребенку мечту исполните, да, там гаджет какой-то купите. Вот, прям счастье. Счастье видите в глазах, кому вы исполняете мечту. Так, транспорт. Здесь транспорт. Почему-то так показано, что вы больше каким-то транспортом пользуетесь, каким раньше не пользовались, либо редко пользовались. Вы привыкли, например, пользоваться личным транспортом, да, но придется там пользоваться общественным. Либо вы в основном ездите на метро, но придется ездить на автобусе. Ну вот как-то так идет, да? Может, такси еще, да, отыграться. Вот как новый транспорт у вас. Задачи, которые вы перед собой поставите, вы их не только выполните, вы их еще и перевыполните. Еще кому-то помогать будете. Вот четко показали у вас вот они ступени, и эти ступени для вас маленькие. То есть вы выполняете, перевыполняете, еще кому-то помогаете. Хороший знак. Так, а вот здесь люди очень красивые. Красивые люди в красивых нарядах. Может быть, какой-то званый вечер, аут. Может быть, какое-то мероприятие, да, кто-то в театр пойдет, кто-то на званую вечеринку. Красивые люди в красивых нарядах. Прям глаз радуется. Вот как-то красиво, пестро, нарядно. И вижу, что вам будет хорошо. Ну и вы тоже будете в ударе. Вот ваш наряд произведет на людей прям должное впечатление. Прям все оценят вот, ваш наряд.
Так что себя не стесняйтесь, знаете, что будете королем либо королевой. Так, и еще кто-то много о себе возомнил. Человек, как всех, будет обучать, строить, воспитывать. Как-то ведет себя странно. Девятка, скорее всего, на работе, либо у человека какая-то вот должность, да, может быть, не самая высокая, но тем не менее, как говорят, звезду поймал. Вот, не обращайте внимания, этот человек не ведает, что творит, и, как говорят, дорвался до власти, да, долго это не продлится, и этому человеку объяснят, что он не прав. Так, а еще по поводу денег хочу сказать. В начале недели вам придется как-то немножко пояс подзатянуть, а вот к концу недели вы порадуетесь какой-то прибыли, достатку, вот как деньги придут. Но в начале недели немножко придется, наверное, поэкономить, да, либо в чем-то немножко себя урезать, да, отказывать. Но в конце недели вот прям душу вот ведете, деньги придут, все магазины ваши. И еще здесь показывают какие-то результаты, первые результаты, либо промежуточные результаты. То, чем вы занимались, либо то, во что вы уже вложились, не на будущей неделе, а именно ранее, да, вот что-то вы делали, оно дает результаты. И эти результаты вас очень порадуют, потому что вы на такое не рассчитывали. Вы либо вообще ни на что не рассчитывали, либо на что-то очень скромное. А тут прям такие яркие результаты. Кстати, это для вас знак. Знак, что вы все правильно делаете, и нужно не отступать, а наоборот продолжать. Да? Именно продолжать. Хорошие результаты. В венце у вас слева лошадка, лошадка с крыльями Пегас. По центру у вас дверь, и с правой стороны вы за столом. Лошадка с крыльями, что-то сработает, да, вот как мечта, ваше желание, может быть, не только ваше, как исполнится, да. Получить работу, договориться, улучшение на работе, и в коллективе, и занятость, и оплата, и договора всякие там, да, по работе связанные, вот как исполняется. Дверь у вас открыта, да, можно и войти, и выйти. То есть никаких блоков ограничений у вас нет. И то, что вы за столом, вы в выгодном положении, в выгодной ситуации. Либо все ситуации, с которыми вы сталкиваетесь, так или иначе, выгодны для вас. Да? Просто нужно видеть эту выгоду. Сидеть за столом – это очень хороший знак. Мои милые, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.